Ты знаешь меня. Человек, работающий и трудящийся на протяжении всей своей жизни, но не получивший ничего взамен. Павший после первого же удара и продолжающий получать затрещины. Это и есть я. Был им. Поклялся. Больше никогда не быть этим человеком. Я тоже знаю тебя. Ты человек, стремящийся прокормить семью. Думаешь, что в жизни самое главное — гармония, семья, здоровье, но это не так. Все строится на деньгах. Причина твоей гордости, уважительного отношения людей к тебе, спокойной жизни для тебя и твоих детей — деньги. Вот. Ты разгневан, я вижу. Моему гневу знаком твой гнев. Мой тебе совет — никогда не падай. Если упадешь, все двери закроются перед твоим носом. Все те, кого ты называешь близкими, друзьями, родственниками, не будут отвечать на твои звонки. Ты окажешься на дне. Знаю, потому что я видел это дно. И я принял для себя решение, когда был на самом дне. Этот мир — несправедливое, бесчестное, мерзкое место. И я отомщу этой жизни. Ты также имеешь право на достойную жизнь. Я тоже. И я иду получать это право. Что такое деньги? Деньги — это сила. Свобода. Свобода? Счастье. Это то, чего нет у меня, учитель. У многих нет ребенок. Это то, за счет чего можно кадрить красивых девушек, учитель. Еще, это причина нашего здесь нахождения. Отлично. Если вы хотите узнать человека поближе, спросите у него, почему он хочет деньги. Его ответ — это то, чего он боится, чего он лишен. И о чем он мечтает, но есть более критический вопрос. Что вы сделаете ради денег? Что сделаешь? Учитель, я сделаю все. Стану подхалимничать, учитель. Подхалимничать. Еще? Ложь. Ложь. Еще? Женюсь на богатой старой женщине, учитель. О, значит, вы сделаете все ради денег, так? Я не стал бы подхалимничать. Я не предам, учитель. Я не поставлю своих друзей. Хорошо, увижу вас спустя 15 лет. Ответ на вопрос, что вы готовы сделать ради денег, покажет, кем вы являетесь. Если человек говорит, что деньги — это все, знайте, что этот человек сделает все ради денег. Именно поэтому деньги — это самое большое искушение. Учитель, что такого вы сделали 15 лет назад, на что никогда не решились бы? Но вы прошли это испытание или нет? Я считаю, что прошел это испытание, Мерт. Я человек, который прошел это испытание и стою сейчас тут перед вами. Деньги — это уже не моя проблема, это всего лишь тема сегодняшнего семинара. Итак, что значит деньги в экономическом аспекте? По-моему, это причина всех стычек и войн, учитель. Отлично. Подумайте так. 8 самых богатых людей на Земле — владельцы половины всего мира. Именно эта большая несправедливость и является причиной всех войн. Богатые пытаются сохранить свое имущество, а ништяк пытаются получить из этого их богатства часть, которую они заслуживают. Вот такое противоборство. Из этого и порождаются войны. Именно поэтому вся проблема в деньгах. Учитель, вы говорили, что скинете характеристику. Я уже вчера отправил ребенок, ты опоздал. Давай, иди на собеседование. Спасибо, учитель. Вы сделали мне сюрприз? Сынок. Мне надо сказать тебе кое-что важное, папа. Добро пожаловать. Добрули. Он узнал о подарке на день рождения и настоял на том, чтобы поговорить с тобой. Скажи-ка, Денис, чего это такое важное? Я хочу другой подарок. Не хочу в лагерь. Как это? Он боится насекомых. Это ты у нас боишься насекомых. Говори, чего хочешь. Игру хочу. Какую игру?
Все заладил про игровую приставку. Посмотри в интернете, стоит 2600 лир. Ничего себе. Ты ведь хотел в лагерь. Поеду разок в лагерь и все, вернусь обратно. А игра будет со мной всегда. Хорошо, это тоже логично. Учитель? Но если тебе понравится в лагере, Учитель мы будем Ирфан. часто ездить туда. Учитель, ректор ждет вас. Срочно. Наконец предложит стать деканом. Хорошо, минутку. Ты подержи это. Я сейчас приду. Хорошо. Хорошо? Учитель, звали меня? Очень жаль, Ирфан. Я уважал тебя и чтил, но ты не стоил всего этого. Что это значит, учитель? Я доверился и передал тебе крупное дело. Ты впутал в это свои нелегальные дела. Учитель, вы столько времени меня знаете. Вы шутите, я никогда не сделаю такое. Есть свидетель, учитель. Свидетель, он рассказал все до деталей, со всеми доказательствами. Что это за свидетель? Учитель, вы обязаны это сказать. Кто оклеветал меня? Иди и объясняйся перед прокурором и судьей. Здесь у тебя дела закончились. Это сделал Бурак, да, учитель? Точно Бурак сделал. Учитель, не делайте этого, скажите, пожалуйста. Да кто угодно, выходи отсюда. Я спрошу со всех это, вы не можете уволить меня из университета. Ты угрожаешь мне? Выходи отсюда. Нет, я не угрожаю вам, но я так просто это не оставлю. Выходи отсюда, я сказал. Ребята, вы видели учителя Бурака? Нет, Не учитель, видели. не видели? Ирфан? Минуту, Эда. Ребята, видели учителя Бурака? Не видели, учитель. Денис? Бурак. Я сейчас от ректора. Ты кое-что наговорил на меня, оклеветал. Это верно? Проваливай отсюда. Минуту, это не так просто. Бурак, у меня своя жизнь, семья, ребенок, карьера. Они говорят о разрыве всех моих связей с университетом. Смотри сюда, ты возьмешь свои слова обратно. Ты рассеешь все их сомнения, иначе я не оставлю это просто так, знай это. Кто ты такой? На что ты так надеешься? Я тебе говорил, что деканом стану я. Сочувствую. Что ты говоришь? Что говоришь? Я уничтожу тебя, уничтожу. Я очерню всю твою жизнь. Ты не можешь это сделать. Пусти, пожалуйста, учитель, прошу. Отпустите меня, что ты делаешь? Встань. Пустите, пустите, пустите меня. Учитель. Это я жалуюсь на него. Мой коллега подстроил ловушку, оклеветал меня. Я не брал взятку, не занимался нелегальными делами, я не принимаю обвинения. Находящиеся на моем счету деньги, которые вы заблокировали, это результаты моего многолетнего труда. Я невинный. Смотрите, у меня есть семья, дети. Умоляю вас, отпустите меня.
Я правда не понимаю. Как они могли такое сделать? Сделали это. Сделали и все. От них можно ожидать чего угодно. Денис? Сынок, почему ты проснулся в такое время? Еще очень рано. Папа, ты плохой человек? Нет, конечно, сынок. Случилось недоразумение. Иди-ка ты сюда. Иди. Ты не волнуйся, львенок мой. Иди сюда. Почему тогда полицейские тебя побили? Я поговорил с братьями полицейскими и решил это дело. Ты не волнуйся. Давай, сынок, давай, сыночек. Потом поговорим об этом. Поспи еще немного, хорошо? Все время твердим ребенку, что мы должны быть честными. Давай, рассказывай теперь, почему мы не можем купить ребенку подарок на день рождения? Вот тебе расплата за твой многолетний труд. И деньги удержат, и за порог выставят. По итогу разрешения дела получим деньги. Дело решится. Разрешится. Эда, я чуть ли не попал за решетку. Прокурор сжалился, поэтому отпустили. Хотя бы у тебя была там крыша над головой, Ирфан. Нет работы, денег нет. Скоро из квартиры выставят. Где мой планшет? Сынок, в кровать. Сынок, какой еще планшет? Столько лет ты все твердил о своих идеалах, о своих студентах. Вот тебе твои студенты, вот тебе твои идеалы, вот тебе твоя академическая карьера. Как тебе сейчас? Это не конец света, я найду какую-то работу. Ты наконец-то пришел к тому, что я говорила? Ирфан, люди твоего уровня сейчас стали управляющими, не знают счету деньгам, а ты все застрял на одном месте, понимаешь? Значит, все дело в этом, да? Деньги. Это, конечно, деньги. Школьные расходы все давят на нас. Еще средняя школа нас сжимает, колледж. Да мы даже перед тем, как пылесос купить, раз 40 думаем, ты понимаешь? Что? Почему ты так смотришь? Я что-то не то сказала, Ирфан? Сынок. Что случилось? Сынок. Сынок. Денис. Сынок. 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 Голова, Ирфан, голова. Кровь идет. Сынок, приди в себя, В сынок. больницу, скорее в больницу. Сынок. Ах, сынок. Больно. Не больно. Что ты забыл там на верхних полках? Больше не смей ослушиваться меня. У тебя крепкая голова, бычок ты мой. Наложили аж 5 швов. Бам-бам-бам. Не смеши, папа, болит, не трогай. Доктор зовет вас к себе. Мы сделали МРТ, чтобы предвидеть дальнейшее возможное кровоизлияние в мозг. Сейчас посмотрели результаты. Не хочу вас пугать, но мы столкнулись с неким пятном в снимке. Какое пятно? Отведите его к нейрохирургу, у него может быть жизнеугрожающее состояние. Господин доктор, что вы говорите? К сожалению, это похоже на опухоль. Да, к сожалению, Дениза опухоль головного мозга. Это заметил доктор, которому вы отвезли его в скорой. К счастью, вы привели его к нам не так поздно. Нет. Нет. Это невозможно, это недоразумение. Мы обратимся к другим врачам. Конечно, идите. Но вам скажу то же самое. Что нам делать, доктор? Каков выход? Операция. Есть риски, но это единственный выход. До операции подготовьте себя к таким проблемам, как неустойчивость в движениях, ухудшение зрения. Необходимо сделать операцию вашему сыну как можно раньше.
А если он не выживет? Мой сын еще очень маленький. Необходима операция. Для начала нам необходимо провести все обследования и сделать снимок. Хорошо, и сколько времени это займет, господин доктор? Представьте себе это так. В голове вашего сына находится бомба с обратным отсчетом. И мы не можем предугадать, когда она взорвется. Мы не можем тратить время. Я совсем не болен. Не болен, конечно, сынок. Но у тебя ведь периодически болит голова. Врачи посмотрели, что у тебя там внутри головы, и нашли что-то очень маленькое, крохотное, что вызывает эту боль. Операцией все решится. Уберут это из твоей головы, и все твои боли пройдут. Нет повода для беспокойства. Если ты захочешь кое-что узнать, можешь спросить у нас с мамой. Есть что хочешь узнать? Интересно что-то? Могу еще раскатиться по горке? Давай, беги. Сынок, Пусть бежит. как найдем? Как мы найдем деньги? Я до 12 лет не знал, что такое город. Отец был сельским учителем. Я знал только Сикео-Васы, город Арас. Выучился в лицее Дарюш-Шафака. Поступил в Дальневосточный технический университет с высоким баллом, закончил с отличием магистратуру, выучился в Босфорском университете. После поехал в Америку за ученой степенью. У меня был небольшой опыт работы в частном секторе, но, как и сказал, небольшой. Через некоторое время бросил эту работу. Я обязан своему государству. За счет государства я выучился, поступил на бюджет, жил в общежитии. Поэтому я захотел стать преподавателем. Дамла, смотри. Я должен устроиться на работу. Забудь про руководящие должности. Я возьмусь за любое дело. Учитель, я буду с вами ясна. Вы лучше многих здесь находящихся людей, но вас не возьмут на работу. И пока не завершится судебное разбирательство, ни одна фирма вас не возьмет. Это невозможно. Мне очень жаль, учитель. Заблокировали все мои деньги, находящиеся в банке, не могу их обналичить. Ты знаешь меня, я человек слова, обязательно верну. Если бы они ограничились только увольнением, это еще не проблема. Обязательно становиться финансовым директором, что ли? Нашел бы какую-то работу, не голодали бы. Но болезнь Дениза нас сломила, брат. Всегда все разом наваливается, Ирфан. Но ты найдешь выход? Да, найду, конечно, но Денизу обязательно должны сделать операцию. Врачи говорят, что нет времени. Это такая безвыходность, врагу не пожелаю такого. Альпер, я обязан найти эти деньги. Альпер, отойди. Иду.
Что ты делаешь? С ума сошел? Не кричи, услышит. Да пусть слышит. Мы что, наивные дурачки? Пусть у других выпрашивает. Мы же не все деньги отдадим. Чьи деньги ты хочешь дать? Скажи, что нашел. Скажи мне, что нашел деньги. Продал машину. Черт подери. Возьми, 47 тысяч. Позвонила дяде. Будь он проклят. Я ему говорю, что ребенок болен, а он говорит, что не выплатил за аренду магазинов. Позвонила Ельде, она также. Купили дом они, что ли? У меня тут сердце разрывается, а они отговорки ищут. Ты позвонила Гемену? Позвонил, не берет. Да что такого, если еще раз позвонишь? Он разве не твой лучший друг? Я хорошо знаю, кому звонить, а кому нет, Эда. Даже если ответит, что он скажет? Будет уходить от разговора, как и все. Он себе-то помочь не может. Давай, прыгай. Иди сюда. Я уже не хочу игру, хочу в лагерь. Почему ты передумал? Почитай, папа. Иди-ка сюда. О, смотри, тут написано про очень красивый город. В древние времена существовал город по имени Вавилон, в котором жили счастливые люди. В этом красивом городе жил умный и любознательный ребенок. Этот ребенок каждый раз просыпался рано утром. И ходил в школу? Ходил, наверное, почитаем и поймем. Сынок, правда, почему ты расхотел игровую приставку? Из-за того, что я захотела ее, случилось много всего плохого. И Наз ушла, пусть играет с Эйменом. Ты хотел игровую приставку, чтобы нас приходила к нам? Она играет с Эйменом, потому что у него есть приставка эта. Я больше не буду с ней играть. Эда Сайгон. Проходи же. Прошу прощения, дома бардак. Присаживайся. У тебя шикарный дом. Красивый. Справляемся. Ты наверняка пришла не дом смотреть. После стольких лет? 8. 8 лет. Прошло много времени. Не говори мне, что я совсем не изменилась, я тебе не поверю. Нет, ты изменилась. Похорошела. Стала еще красивее, чем прежде.
Ирфан вылетел из университета. Денис болен, ему нужна операция, у нас нет времени. Эгимен, мне нужны деньги. Ирфан ничего не говорил. Я ничего не знал. Я просила в долг. У нас не осталось друзей, у которых мы не просили в долг. Все нашли отговорки, он очень расстроен. Он боялся, что и ты найдешь отговорку. Вот это да. Человечность умерла, мои соболезнования. Но когда Ирфан бежал всем на помощь, все было хорошо. У тебя есть какая-либо отговорка? У тебя наверняка нет денег. Ты купил новый дом, новую машину. У тебя точно есть долги, не так ли? Я так и сделал. В любом случае, в наше время ни у кого нет наличности. Эгимен, я в первый и последний раз прошу тебя что-то. Ты последняя дверь, в которую я постучу. Я найду эти деньги и сделаю все, чтобы найти их. Ты понял? Все, что потребуется. Я сделаю все, что в моих силах. Обещаю. Эда, я очень расстроен из-за твоего сына Дениза. Я разбит. Пожалуйста, не говори Ирфану. Вот это. Это? Дай-ка посмотрю. Красивая. Если мы не купим, неважно, папа. Разве может быть такое, сынок? Возьмем, конечно. Мой лев, папа. Львенок мой, давай идем. Попробуйте эту. Могу я получить код? Ваша карта заблокирована. Хорошо. Спасибо. Прошу. Вот. Вам нужен пакет? Нет, не нужен. Сынок? Сынок? Денис? Сынок? Сынок, где ты? Денис? 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 Сынок? Денис? Сынок? Денис? Денис, где ты? Денис, где ты? Сынок? Папа? Денис? Папа? Где ты был? Я очень испугался. Почему ты спрятался? Я не прятался. Я не видел, стало темно. Все это пройдет, сынок, хорошо? Не волнуйся.
Ирфан, телефон. Добро пожаловать, профессор. Как дела? Что ты забыл в нашем районе, сынок? Отпустите меня. Продаю Семид. Тебе конец. Тыквенная голова. Отпустите, блин. Иди сюда. Иди. Иди. Азизе, давай. Что происходит там? Что происходит? Что происходит? Нашли бедолагу и мучаете. Кто это, блин? Я ваша беда, сынок. Разойдитесь. Получите сейчас. Разойдитесь, я сказал. Пошли отсюда. Чего смотрите? Пошли отсюда. Не оборачивайтесь, блин. Вы те самые сельчане, которые переехали в 3-ю квартиру? Ты будешь меня учить. Как тебя зовут, блин? Ирфан. А ты Эгемен? Ты остался на 2-й год. Даже таблицу умножения не знаешь. Твоя мама сказала моей маме. Тебя не касается, все. Засранец. Я тебе помогу. Вместе будем работать. Ты все сдашь. Закрой свой рот. И твоим книгам, и твоей школе. Ты ведь не один. Я есть. Хорошо. Идем. Идем, присаживайся куда-нибудь. Вот это да. Прошу тебя. Сынок, у тебя шикарный вид. Неплохой. Как ты? Как дела? Хорошо. Почему ты ничего не рассказываешь, сынок? Ты потерял работу, твой сын болен. Разве я не твой брат? Кто еще остался с детства? Ни мама, ни папа, ни сестра. Я закрылся ото всех, только ты. Если бы я знал, что у тебя есть деньги, я бы и к тебе пришел. В последний раз ты прогорел. За 6 месяцев ты хорошо собрался. Дом и так далее. Шикарный, то есть. Да, собрался. Еще чего. Здесь все фальшивое, все ложь. Посмотри, рамка пустая. Как это? И цветы фальшивые. Эта квартира — образец. Дома еще не выставили на продажу. Держат из-за того, что цены упали. И я живу здесь со своими 5 копейками, без дверей, в которую можно постучаться, словно привидение. Так чей это дом? Один друг организовал. Оставь, ради бога. У тебя что, остались друзья, которые организуют тебе что-то? Эй, ты разбиваешь мне сердце. Оставим меня, как ты сам. Лучше расскажи об этом. Я в порядке. В порядке. Мы справляемся. Иногда мы с Эдой начинаем ругаться. Не знаю, сколько ты знаешь. Хорошо, в общем, как есть. Только вот я часто думаю, загоняюсь. Почему это случилось с моим сыном? И я как раз нашел время лишиться работы. У меня бессонница. Я не могу спать. Смотрю в потолок.
Не могу дышать дома. Хочу убежать из дома. Я хочу ворваться на заводы. Хочу кричать на глазах у толпы: это вы отравили его? Ваши токсичные отходы зародили опухоль в голове моего сына. В университете есть один бурак. Этот тип причина того, что меня уволили из университета. Этот тип меня оклеветал. Например, прошлую ночь вижу его. Лицо этого типа прямо перед моими глазами. Я хочу встать с кровати, пойти и убить его. Я хочу убить того человека. Сынок, я пошел ко всем друзьям, ко всем по отдельности пошел. Я просил в долг, они не дали ни копейки. Например, я хочу взять бульдозер и свалить их красивые дома на их головы. Я хочу разбить их машины. Я не могу себя контролировать. Такие мысли возникают у меня в голове. Не могу, то есть. Я не могу ночью усидеть на месте. Ты найдешь выход. Ты Ирфан. Я не могу найти Эгемен. Нет. То есть никакого выхода нет. Не осталось двери, в которую я не стучал, сынок. Я пошел во все банки. Я у всех просил кредит. Никто не дает мне кредит. Не дает ни копейки в кредит. Я ищу работу. Хочу зарабатывать, работая. Никто не дает мне работу. Полно работы, которую я могу выполнять. Почему? Потому что мое разбирательство продолжается, брат. Брат, у меня в банке есть деньги, которые я собрал. Я столько лет работал, откладывал. Они ни копейки не дают. Мой сын ускользает из моих рук. И я не могу ничего сделать, Эге. Не могу сделать. Эге, я должен найти эти деньги. У тебя есть кто-то, кого ты знаешь, брат? Есть одни. Ты спрашиваешь у меня про ростовщиков? Брат, ростовщики, то пусть ростовщики. Есть кто-то? Сынок, разве можно связываться с этими людьми? Эге, у меня нет времени. Пусть делают, что хотят. Если хотят, пусть отсекают голову. Пусть мой сын выздоровеет, потом я подумаю об остальном. Кто этот тип? Господин Сулейман. Брат, у которого мы попросим деньги, очень известный брат. У него есть любая работа. Поставщик, импортер, экспортер, оптовые продажи, продавец недвижимости. Мафиозник. Паша. Человек богат, у него надежная спина. Насколько богат? Насколько богаче тебя? Семья богатая? 3-5 лет. Мафиозник? Я же сказал нет. Человек-бизнесмен. Сынок, разве этот человек не дает в долг под большой процент несчастным людям, которые не могут получить кредит в банке? Ростовщик, в конце концов. Брат, мы же говорили. Он был ростовщиком, теперь стал бизнесменом. Если хочешь, про себя называй мафиозником, ростовщиком, но в лицо этого человека ты будешь смотреть словно... Чтобы он дал тебе деньги в долг. Сынок, посмотри на здание. Кто знает, чьи проклятия, чей труд сюда были вложены? Откуда ты знаешь этого мафиози? Нет, я не могу провести тебя так. Если ты скажешь что-то не то, нам конец. Я в порядке, я спокоен, все хорошо. Это, по-твоему, спокойствие? Да. Послушай, либо соберись, либо забудь про деньги. Хорошо. Скажи-ка, господин Сулейман, Ирфан, что я с тобой буду делать? Господин Сулейман ждет вас. Спасибо. Нет, только господина Эгемена. Еще лучше, я подготовлю почву. Ты подожди. А вы можете посидеть в комнате ожидания.
Извините, здравствуйте, я не опоздала ведь? Прошу прощения, я Айше Короли. Пришла на встречу с господином Сулейманом. Мне подождать или присесть? Конечно, вы можете присесть. Хорошо, спасибо. Извините еще раз. Сегодня очень много пробок. На дорогах ужасная ситуация. Я предоставлю вам это. Возьмите, у господина Сулеймана дела есть, наверное. Ваше резюме довольно потрепанное. Да, так получилось. Я дома не нашла файла, решила по дороге купить, потом... Вы госпожа Айше, да? Да. Вы, по-моему, пришли на встречу с кем-то. Я не тот человек, я тоже пришел на встречу с господином Сулейманом. Извините, прошу прощения, это немного от стресса. Конфетку. Я не шучу, правда. Соседка дала. Говорит, что помогает, и она вкусная. Это и правда идет на пользу, снабжает мозг эндорфином. И то, что оно заговоренное, конечно, это тоже влияет. У меня нет опыта в собеседованиях. Дай бог, не буду говорить глупости от напряжения. Вы знакомы с господином Сулейманом? Нет, не знаю. Вы же литературовед, почему вы тут? Я ждала, когда мне переведут, но не получилось. Нет, не поймите меня неправильно, на всех же собеседованиях спрашивают, из какого университета вы выпустились, почему пришли сюда, какова ваша цель, поэтому спросил. Нельзя, наверное, сказать, что я нуждаюсь в деньгах. Нет, я пробовал, не получилось. Люди, конечно же, не хотят слышать правду. Все хотят быть обманутыми, госпожа. Все. Кстати, вы забыли вписать электронную почту. Спасибо. Почему я сегодня такая? Возьмите. Спасибо. Только она немного твердая, нужно сильно нажать. Нажала. Спасибо. Господин Ирфан, господин Сулейман ждет вас. Иду. Госпожа Айше, будьте спокойной и самоуверенной. Даже если вы не такая, то кажитесь такой, хорошо? Не забывайте, самоуверенность привлекает больше всего. Ваша ручка. Она может остаться у вас, заговоренная ручка. Иди, Ирфан. Господин Сулейман, Ирфан. Принеси чай, дочка. Откуда ты, Ирфан? Я из Эрзинджана. Но до 12 лет мы ходили по селам. Я имел в виду, где родина твоего отца. Мой отец был сиротой, поэтому не знал, откуда он родом. Я не могу сказать свою родину, могу сказать Турция. Вот там уже немного все запутано. Слушай, в этой жизни трудно мужчине, у которого нет родины. Например, если бы ты сказал, что ты родом из Трабзона, я скажу, что у него характер такой-то, из-за этого он разозлится, на это может огрызаться. Если бы ты был из Чорума, то это уже другое дело. Ирфан вобрал в себя характеры всех местностей, господин Сулейман. Думаете, что он из новой области? Увидим, когда узнаем друг друга. Я узнал о том, что произошло с тобой. Трудности вытаскивают человека из ямы и делают султаном. Вот ты стал преподавателем в университетах, но жизнь принесла тебя ко мне, к человеку, который окончил только начальную школу.
А вы, когда заболеваете, идете к врачам, выпускникам университетов. Слава богу, они ко мне идут после первого же звонка. Когда предлагаешь деньги, то вся больница едет. Ну? А ты зачем пришел ко мне? Рассказывай. Ради денег долг. Ради чего еще может быть? Ты видишь меня только в виде денег? Кто-то идет ко мне, чтобы поцеловать руку и получить молитву от меня. Кто-то, чтобы попросить работу, кто-то за просьбой. А я всего лишь хочу денег в долг. Я очень хорошо знаю людей. По глазам понимаю, каков человек. Сейчас ты видишь нас противоречащими, смотришь на нас свысока. Нет, господин Сулейман, Ирфан не такой человек, он мой друг детства. Если ты захочешь денег даже на закуску, будет к месту. Я таким людям, как ты, не отказываю. В конце концов, Эгемен мой брат. Мои двери всегда открыты падшему, жертве, беспомощному. Вы это делаете не для благого дела, господин Сулейман. Вы всего лишь отдаете деньги под большой процент людям, которые не могут взять долг из банка. Все дело в этом. Я отличаюсь от банков тем, что в банке смотрят на бумаги, счета. А я смотрю человеку в глаза. Ну, говори. Какая у тебя будет гарантия взамен на долг? Мое обещание. Раз вы так хорошо знаете людей, то тогда поняли, что я отплачу свой долг. Вы отдадите деньги? Я вам 2 минуты говорю, вы не понимаете? Мне нужно записаться, чтобы увидеть отца. Не могу, господин Хакан, извините. Позвони и скажи, что пришел господин Хакан. Скажи, что пришел господин Хакан. Мне нужно ворваться к человеку в кабинет. Парень, какой же ты маньяк. Я подумал, что нам сейчас конец. Мне и так конец, парень. Стал собакой в дверях какого-то ростовщика. Подожди 2 секунды. Госпожа Айша, Что? у вас есть другой выбор? Нет, я вынуждена получить эту работу. Тогда скажите, что вы жертва, что вы нуждаетесь в этой работе, что пришли к его дверям. Тогда он возьмет вас на работу. Удачи. Спасибо. Эдам, я нашел деньги. Расскажу, когда приду. Сейчас я с Эгеменом. Расходимся. Хорошо, передам. Хорошо. Она передает тебе привет. Ей тоже привет. Эда в курсе, что ты взял деньги у ростовщика? Нет, я ей сказал, что взял у тебя, чтобы она и на этом не зациклилась. Извини, брат. Да? Душа моя. Нет, я сейчас не рядом. Можно я тебе перезвоню через 5 минут? Хорошо, душа моя, целую. Звонил какой-то друг? С таким количеством денег не садись в автобус. Езжай на этом. Что это? Когда у меня были деньги, я арендовал на год. Ты серьезно? Проходите, господин Ирфан. Спасибо, Эгемен. Езжай медленно. У меня нет опыта, но можете быть уверены. Я со своим трудолюбием справлюсь со всем. Хорошо, дочка, оставь номер, и мы тебе перезвоним. Господин Сулейман. Я не хочу говорить про это, но я в очень трудном положении. Брат Эндер сказал, что господин Сулейман никому не отказывает, что он отец всех бедных.
Я очень нуждаюсь в этой работе. Алло. Ты дома? Хорошо, через 10 минут буду. Давай, увидимся. Ты в порядке? Сломал себе что-нибудь? Нет, нет. Если ты не отдашь мои деньги, в следующий раз себе все переломаешь, не волнуйся. Убери своего человека. Разве можно сбить человека машиной? Хорошо. Разве у тебя ко мне нет уважения? Никакого уважения, Егемен. Это мое последнее предупреждение. Попадет в тебя слепая пуля, уйдешь, не поняв, кто выстрелил. Я не шучу. Хорошо, я клянусь, что отдам твои деньги. Дай мне немного времени. Неделя. Убери ногу. Госпожа Лэй, вы снова разбросали все. Где ты, Егемен? Хотя бы собрал все то, что разбросал. Уберем, куда спешить. Что значит, куда спешить? Сулейман хочет выставить на продажу дом. Представление либо сегодня, либо завтра. А что случилось? Он хочет обналичить деньги. Вот что скажу, проверь этот список. Чтобы недостатков не было. Что ты будешь делать, когда продажа начнется? Нашел, где будешь жить? Я справлюсь. Найду какое-нибудь место. И так столько времени жил у тебя. Возьми это. Какое-то время поживешь в моем офисе во время продажи, хорошо? Но пользуйся аккуратно, Егемен. Илай, ты самая надежная женщина, которую я знаю. Я не из-за этого говорю. Не начинай. Собери все, что разбросал. Хорошо, соберу. Моя Илай. Сулейман, добро пожаловать. Зацветает все то, до чего ты дотрагиваешься. Сулейман. Господин Сулейман, а мы начали подготавливаться. Вы перенесли продажу на более ранний срок. Так понадобилось. Реши дела с организацией, продажа дома на тебе. Пойди в офис и возьми доверенность. У тебя теперь есть право на подпись. Спасибо, господин Сулейман, я не подведу ваше доверие. Благодари не меня, а госпожу Илай. Извини, дорогая. Слушаю. Матушка звонит. Что ты делаешь? Говори, Кудрат. Сулейман, я в этой жизни только одного тебя просила, чтобы каждый вечер ты был во главе этого стола. Будешь стоять, чтобы вспомнить, кто ты. Будешь стоять, чтобы напомнить нам, кто ты такой. А не будешь говорить, что ты глава этого дома, когда захочешь. Вот тебя нет. Хакан тоже не идет. А он почему не идет? Позвони, пусть приезжает сейчас же, а я скоро выйду. Хорошо, не опаздывай. Илай, я выхожу. Тебе что-то нужно? Нет, завтра увидимся. Хорошо. Удачи вам. До встречи, господин Сулейман. Собери уже то, что разбросал. Давай. Что это? А это? Теперь ты прячешь вещи женщин, которые приходят к тебе в дом? Что такое? Не все. Господи. Илай, спрошу кое-что. Ты довольна своей жизнью? Ты счастлива с этим Сулейманом? С чего ты спросил это? Не знаю, просто пришло в голову. У нас могла бы быть совсем другая жизнь. Ты никогда не думаешь, что было бы, если бы ты не рассталась с Ирфаном? Продолжила бы. Никогда не задумывалась? Не думай, Егемен. Потому что думать про это не идет мне на пользу. Прошлое — это прошлое. Вернуть мы больше не сможем. Давай, занимайся делами.
Этот список может остаться у меня? Пусть останется. Хорошо. Господи, слава Богу. Что вы делаете? Съедим тебя. Иди сюда. Папа, стой. Не остановлюсь. Отпусти. Ты деньги у Агемена взял? Да, решил, спасибо ему, и тебе привет передал. Съем. Моя голова. Стой. Айда, ты оставь это. Приготовь мне завтрак. Хорошо, госпожа, спасибо. Доброе утро, госпожа Султан. Доброе утро. Я не услышала дверь. Добро пожаловать. Что такое? Ты не выпивала? Расстроилась из-за чего-то? Нет, из-за усталости захотелось. Это что? Маленькие заметки для представления. Записываю все, что приходит в голову, собираю, соединяю. Господин доктор, анализы сделаны. МРТ тоже есть. Мы нашли деньги. Скажите уже, когда будет операция? Я не знаю, как сказать. Я понимаю, что это очень тяжело. Но после новых исследований я понял, что мы столкнулись с очень тяжелой ситуацией. Я думаю, что такой тип операции очень рискованно делать. Как это? Что это значит? Что значит считаете неправильным, господин врач? Что значит считаете неправильным? Вы слышите, что вы говорите? Вы же сказали, если не будет операции, его жизнь в большой опасности. С таким видом опухоли и сама операция опасна.
То есть мы можем локализовать очаг болезни. Но я должен вас заранее предупредить. В таких случаях шансы ничтожно малы. Я не могу дать гарантию, что все пройдет успешно. Вы разве не сказали, что нужна операция, нужны деньги на нее? А сейчас говорите, что не сможете исключить очаг болезни и сделать операцию. Господин Джалал, у вас есть ребенок? Да, есть одна дочка. Пусть Бог благословит. Если бы это был ваш ребенок, что бы сделали в этой ситуации? Я на вашем месте повел бы к учителю Токсину. Это не в моих руках, тем более он мой учитель. Он в таких операциях очень опытный. Если у вас есть возможность, стоит к нему сходить. Нет, доктор. У нас такой финансовой обеспеченности нету. Откуда мы найдем столько денег? Откуда? Послушайте, есть одна семья с таким же положением. У них есть дочь Лейла, ей 6 лет. За границей они открыли фонд для сбора средств на операцию. Возможно, вы тоже можете так сделать. Ирфан, смотри, та девочка. У нее такое же положение, как у Дениза. Я поговорила с ее отцом, они открыли фонд 3 месяца назад. Рассказывает, как все было. Сейчас ждут, когда появится новость. Говорит, что мы можем встретиться. Ирфан, пожалуйста, иди поговори с ними, умоляю. Сколько они уже собрали? 180 тысяч. За 3 месяца? Хорошо, за 8 месяцев наберут всю сумму. Мы больше сможем собрать, быстрее них. Эда, ради бога, сколько раз мы видели эти рекламы таких детей? Мы чем-нибудь помогли? Ты хоть раз была донором? Хорошо. Хорошо. Что тогда будем делать, Ирфан? Что будем делать? Ничего не будем делать. Будем сидеть сложа руки. Ирфан, делай, что хочешь, но найди эти деньги. Нет, ага. Денег, которые мы взяли у Сулеймана, недостаточно. Что будет с операцией? Уже проценты выплачены. Доктор проверил его на гематит. Опухоль мозга очень критична. Доктор не хочет делать операцию. Очень рискованно. В Америке есть какой-то учитель, Токсин. Он опытный в таких операциях. Брат, мы должны к нему обратиться. Как я поеду туда? Невозможная сумма денег. Я не могу переехать границу, мое дело еще в суде. Что мне делать? Если есть деньги, все можно сделать. Паспорт сделаем, не спрашивай как, спрашивай, сколько будет стоить. Эге. И сколько стоит операция? Брат, не представляешь. Минимум 1 миллион. Брат, 1 миллион лир. Откуда мне их достать? 1 миллион. Это разве деньги? Что это значит? Я за 1 год столько не получаю. Это сумма на 40 лет моей работы. Есть же эти деньги, которые могут спасти твоего ребенка. Они эти деньги тратят как... Машины их любовниц стоят 1 миллион лир. Их работники живут в домах, которые стоят 1 миллион. Даже тот дом, в котором живет господин Сулейман, стоит 3 миллиона. Они такие даже детям покупают. Они часы покупают за 1 миллион. Алименты бывшим женам 15 миллионов лир. Здесь чай стоит 20 лир. Едят за 1000 лир. Пускай едят, мне-то что? Ты экономист. Тогда переведи же в проценты. Сколько из них истинные владельцы всех дел? Сколько человек среди них заработали столько денег своим потом, честно, не принижая права? Не задавай вопросы, ответы на которые ты знаешь. По мне, все это банально. Что для них это сумма, которая может спасти твоего ребенка?
Мне нужно взять у них эти деньги. Ко мне приходи с такими намерениями. Идем хоть чай попьем за 20 лир. Чарльз Понце. Создатель финансовой пирамиды Чарльз Понце. Эта система работает 100 лет, друзья. 100 лет люди доверяют этой системе. Посмотрите. На верхушке пирамиды человек снес голубое яйцо. Из 140 тысяч человек он смог собрать 1 миллиард, друзья. И эти люди не были глупыми. На протяжении всей мировой истории всегда были люди, которые хотели легко заработать деньги. И после этого миллионы людей нашли способ. О чем ты думаешь? Ни о чем. У меня есть идея. Нам нужен тот, кто не состоит в нашей компании, кому люди будут доверять. Это ты. Закончи, и прямо сейчас начнем. Что мне надо закончить? Обманем Сулеймана. Дома стоят, начиная от 3 миллионов. Здесь 150 квартир. 150 умножить на 3. Для Сулеймана 2-3 миллиона — это что? Он отобрал это огромное место у обанкротившейся фирмы. А она такой кусок городской трансформации забрала у бедных за 3 копейки. По сравнению с этим, твоя нужда — ерунда. То есть наше дело продавать квартиры Сулеймана? Так и есть. У нас будет свое дело. Несколько квартир продадим, и мы богатые. Денизу сделают операцию. Мы начнем новую жизнь. Спасемся. Ты предлагаешь мне заняться воровством? Думай, как хочешь. Я в беде. Я все равно сделаю это, даже если ты не со мной. В ином случае меня убьют. Ты со мной или нет? Что ты говоришь? Что я говорю? У меня долги, меня ищут. Мы с тобой думаем только о своей шкуре. Что тебя здесь держит? Родственники? Друзья? Разве, когда украл, все не отвернулись от тебя? Что будет, когда мы ему не заплатим? Сулейман уничтожит главаря. Давай, сделаем это дело. Одна школа. Мы в деревне Акой. Как-то раз привезли из Германии 24 автомобиля, которые я никогда в жизни не видел. Красную взял и угнал. Красную? Папа понял все вечером. Я получил первую пощечину от папы. Потом взрослый мужчина пришел и попросил у меня прощения. «Сынок, — говорит, — виноват я. Я тебя не научил, что воровство — это самый ужасный грех. Если человек один раз своровал, дверь будет открыта и другим грехам. Обман, мошенничество. Открой глаза, и вор зайдет. Делай, что хочешь, но воровство — это воровство. По-другому не назовешь. Слушай, Гет, ты мне дашь слово? Не будешь смотреть на чужой товар. Через мое горло кусок не пройдет, добытый незаслуженным трудом. И ты не заставишь брать меня на душу грех. Я пообещал своему отцу. Хорошо. Если папа был на твоем месте, что бы он сделал? Скажи, Ирфан, что бы отец сделал с жизнью, которая не дает сыну права на жизнь? Нет, не смогу. Хорошо, не делай. Ты такой с детства. Не делай.
Слушай, Эда, Ну что, встретился с отцом Лейлы? дом ищу пока. Извините, не подскажете, где находится улица Гюльдерек? Улица справа. Спасибо. Ты что делаешь? Как Денис? В порядке, сидит в комнате. Пусть Денис слишком много не играет. Передашь ему, что я звонил. Послушай, нам надо взять разрешение на благотворительный фонд. Узнай, как они это сделали. И еще говорят, выйдет новость от мамы. Как они подписали договор, узнай обязательно, ладно? Эда, потом, я еще ищу дом. Позволь хоть. Ягненочек мой, не уходи. Пустите. Пустите, ради бога. Доченька, не увозите, Лейла. Лейла, доченька. Ирфан? Алло? Не уходи, доченька. Лейла. Папа купил это, когда узнал, что у нас будет сын. Как я ни старалась, ты не отдавал его. Непоседа. Ты бы спал, если бы был совершенный. Любимая, не делай, пожалуйста. Отпусти. Отпусти. Эда, приди в себя, пожалуйста. Приди в себя, соберись. Что? Соберись. Ты хоть знаешь, что я сегодня пережила? Ты хоть знаешь, что я сегодня пережила? Я не могу забыть стоны той матери. Ты думаешь, что я пережил? Я видел маленький гроб на руках отца. Человек один все это перенес. Мама и папа с ума сошли. Ты считаешь, я об этом не думаю? Как я пришел в этот дом, ты знаешь? Этот ребенок еще даже не прооперирован. Но нельзя, я не могу отпустить. Мы не можем отпустить. Посмотри на меня, соберись. Мы найдем способ. Мы обязаны найти какой-нибудь способ. Как? Как мы найдем? Разве остались люди, к которым мы не обращались за помощью? Нет, нет, ты понимаешь, нет. Ты обещал. Обещал, что мы будем жить хорошей жизнью. Все это твоя вина. Твоя вина. Если бы ты не заладил с этими глупостями, мы бы сейчас не были в таком положении. Ты понимаешь? Да у меня сын умирает. Мой сын умирает, ты в курсе? Мой сын умирает. Сынок, у тебя голова болит, дитя? Тут? Я сейчас своей рукой вытянул всю твою боль. Не переживай совсем. Хорошо?
Папа, я умру? Откуда это взялось, сынок? Я ведь болен. Имам сказал. Был один мальчик. У него постоянно болела голова. А потом он умер. Нет, сынок, нет ничего подобного. Кто это придумывает? Смотри, я сдержал все обещания, что давал тебе, верно, сынок, до сегодняшнего дня? Ты будешь в порядке. Все пройдет, не переживай. Обещание отца, хорошо? Эгемен. Хорошо, я в деле. Мы ограбим Сулеймана. Как это произойдет, парень? Что будет с Сулейманом? Что будем делать с охраной у дверей? Отправим Сулеймана за границу. Дадим охране пару копеек и готово. Мы ограбим дома и сбежим. Ты об этом не переживай, это на мне. Ты думай о словах, внушающих доверие, не забывай. Будем предавать благодаря твоему доверительному лицу. Добро пожаловать, брат Эгемен. Легкой работы. Идем. Эгемен, нужно что-то еще, брат? Спасибо, птичка Джан, спасибо. С Богом. Я дал еще 50 тысяч за паспорта, визы тоже готовы. Я организовал очень хорошую лодку. Греческая полиция не такая тяжелая, как наша. Денис будет в порядке. Конечно же будет. А ты что будешь делать? Я останусь на родине, а потом через некоторое время на Мальту. Может быть, открою ночной клуб. В нашей заднице проползла змея. Мы пытаемся нашу жизнь спасти, а ты диско-клуб открываешь. Ага, человек живет той жизнью, о которой мечтал профессор. Сколько денег осталось на фальшивый запуск? Осталось 50 тысяч. Смотри на меня, парень. Действительно, как мы провернем это дело? Как это будет на самом деле? Ты не думай об этих делах, ты думай о словах, внушающих доверие. Мы будем действовать твоим лицом, которое внушает доверие. Не делай, ради бога. Повеселись немного, потанцуй. Объявление, реклама, все готово. Ждем вашего подтверждения, господин Сулейман. И у Илай спросим. Она понимает в этих делах. Илай не сможет посмотреть на эти дела в эти дни, господин Сулейман. А что случилось? Вы не от меня это слышали, но... Кажется, у вас скоро годовщина. И Илай занята поиском подарка для вас. Что будем с этим делать? Я хотел купить ожерелье, а потом сказал себе, Илай такое не любит. Нужно что-то другое. Что-то специфическое, как и Илай? В общем, ценность более легкая и более тяжелая одновременно. На самом деле, среди стольких дел нельзя, но как бы было прекрасно, если бы вы отправились за границу. Илай очень любит. К тому же в эти дни ей немного тошно, тут вы наверняка заметили. Да.
Есть какое-то состояние, но... На самом деле 2-3 дней достаточно. Можно в Лондон, в Париж. Если вы поедете в Париж, там есть замечательный ресторан. Для регистрации нужно звонить за несколько месяцев заранее, но шеф-повар мой друг. Я зарезервирую наперед. У Илай голова слетит от счастья. Специфично, прямо как вы и хотели. Айше. Заходи, дочка, заходи. Господин Сулейман, прошу. Организуй все, что скажет господин Эгемен. Билеты на самолет и так далее. Решите все, что необходимо. Илай. 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 Госпожа Илай вышла, господин. Куда вышла? Я не знаю, пришел один господин, она вышла с ним. Кто этот господин? Я не знаю, его впервые видела. И еще? Ну, не знаю, что еще. Госпожа Илай тоже удивилась. Разозлилась, что он пришел. Были крики, потом они вышли. Илай, где ты? Я на шопинге. Одна? Да, Сулейман, с кем же я могу быть? Ну хорошо. Позвонишь, когда твои дела закончатся. Ты навечно моя. Я навечно твой. Она в районе Маслак. Направляется в сторону Истинье. Хорошо, поторопись, давай. Да накажет тебя Бог, Узгюр. Понял? Пусть тебя накажет Господь. Я пытался развестись. Я даже сказал, что влюблен в другую. Она не думала расставаться, а сейчас она использует ребенка. Что значит использует ребенка? Та женщина в одиночку того ребенка сделала. Если бы ты сказал, что женат, ничего из того, что ты говоришь, не дошло бы до этой точки. Ничего из этого бы не произошло. Будто бы ты уехала со мной, если бы я сказал, что женат. Только я виноват? Что ты делаешь? Смотри сейчас, смотри, видишь этот грузовик? Если ты скажешь хоть слово, еще клянусь, надавлю на 200 и все. Что происходит? Что происходит? Минутку, господа, что происходит? Успокойтесь. Наверное, тут недоразумение какое-то. Сулейман? Ты за мной следишь, что ли? Что ты тут делаешь? Ты отойди. Минуту, что происходит? Отведите в машину. Сулейман, ты неправильно все понял. Что происходит? Отпусти. Отпусти, что происходит? Сулейман, ты неправильно понял, отпусти. Сулейман. 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 Кто ты, блин, такой? Сулейман. Кто ты такой, что вертишься вокруг Илая? Сулейман. Сулейман. Если я еще раз увижу тебя рядом с этой женщиной, я тебе лицо так разукрашу, даже если мать с отцом придут, не узнают тебя. Ты понял? Понял? Нет. Я младший брат Илай. Я не ее любовник. Нет.
Так как Özgür не стал разводиться, Нихир выпила целую банку таблеток. Ей срочно промыли желудок, и мы поехали в дом Özgür'а забрать его вещи. Ты говорила, что не видишься с братом. Я и подумать не мог. Моя Элай. Почему ты не рассказывала мне? Почему? Потому что это тебя не касается, Сулейман. Мы не лезем в семейные дела друг друга. Разве мы вмешиваемся в это? Я не спрашиваю тебя про твою жену. И ты у меня не спрашивай про моего брата. Я сошел с ума, увидев фото. Что в этом такого? Еще и писем написал, хватит на весь мир, и ни одной из них ты не выкинула. Я подумал, что вы начали заново встречаться. Ради этого. Ты преследовал меня из-за этих писем, Сулейман. Посмотри на даты, 1000 лет прошло. Да, 1000 лет, но ты все еще мне не рассказала. Скрыла. Если бы забыла, не скрывала бы. Значит, для тебя это все еще очень важно. Да, важно. Я даже с братом не вижусь, но и он важен для меня, Сулейман. Прошлое всегда важно. Для нас. И я до сегодняшнего дня ни разу не осуждала тебя о твоем прошлом, не копалась в нем. Я закрыла на это глаза, но теперь переживаю, что тот мужчина, избивший той ночью парня, совсем не похож на бизнесмена, которого я знаю. Это не имеет значения. Я тот, кто я есть. Больше нет ничего, что тебе стоило бы знать. Поняла меня? Илай. Так, ладно. Можешь уйти. У меня голова болит, уйди, пожалуйста. Пожалуйста, уйди. Илай. Моя Илай. Я клянусь тебе, что ты первая и последняя любовь в моей жизни. Я даю слово. Сулейман, дай мне лучше время. Я не чувствую себя хорошо. Для нашей годовщины я хочу сделать что-то хорошее. Ты будешь рада. Давай уедем на несколько дней, побудем вдвоем. Вот увидишь, я сделаю так, что ты забудешь все плохое. Увидимся утром. Ялчин, нужно убрать одно грязное дело. У тебя есть квартира с террасой. Принеси мне от нее ключи. Завтра в обед у нас самолет. До отлета мне их принеси. Это для госпожи Элай. Давай. Профессор. Доброе утро. Доброе утро. Это что? Зачем ты это принес? Это моя визитная карточка. Наши избранные гости, когда будут давать нам свои деньги, будешь вручать им эту книгу, поставив на нее автограф. В подарок. Это новая экономическая тактика. Сумка полная книг. Ты хоть читал это? Ты знаешь, что сфера недвижимости тонет здесь теперь, и теперь все занимаются энергетикой и подобным. Тебя никто не будет читать, профессор. Но если станешь богатым, напишешь книгу о саморазвитии, ее будут читать. Ты подготовил речь? Да, она готова. А если придет Сулейман? Он в самолете, летит в Париж. Братец Агамент позаботился обо всем, ты не забивай себе голову. А что сделаем, если спросят, что скажем? Сделаем сначала договор продажи недвижимости. Я это налажу. Смотри. Вот дело. Что это? А что не так? Так не пойдет. Знаешь, как выглядит твой костюм? Вышел с друзьями потусоваться. А этот? Это костюм серьезного человека. Иди, возьми, переоденься. Я тут присмотрю, давай. Давай, профессор, давай.
А? Братец мой. Возьми-ка это, на стенд положи там. Что значит не могу поехать? Мы вчера все обсудили. Давай не будем эту тему поднимать снова. Я не могу сесть в этот самолет с тобой, Сулейман, как ни в чем не бывало. Понял? Я не буду вести себя, как будто ничего не произошло. Не жди от меня этого. Я не смогу. Еще немного, и ты бы меня вчера ударил. Что это будет означать, если я поеду после такого? Скажи, что это такое? Прошу прощения, забыли, проехали, значит. Давай тогда не будем забывать, Сулейман. Ты не забывай, что потом снова не заставлять меня переживать то же самое. И более того, куда я поеду, пока мой брат в больнице? Несколько дней мы не будем видеться. Дай мне немного времени. Больше ни слова, я понял. Пусть будет, как ты хочешь. Раз у тебя нет настроения, сейчас поедем на неделю. Вообще не понимаешь, вообще. Моя Элай, это ты не поняла. Любовь — это не птички-пчелки, как ты думаешь. Любовь разве может закончиться? Если тебе повезло, в жизни найдешь ее один раз. И кончится она только со смертью. Если бы мы поехали, я бы дал тебе их в Париже. Это ключи от твоего нового дома. Илай, ты для меня любовь не на один день, а на всю жизнь. Никогда не забывай этого. Я очень люблю тебя, Илай. Очень. Елчин, наша заграница отменяется, не едем. Вы все сделали, наладили? Да, мы все сделали. Не забывайте и все проверяйте. Хорошо, я перехожу в Плазу. Тебе очень идет. Новый автор экономических тенденций. Главный по инвестициям Ирфан Сайгун. Ты готов? Давай. Всем добро пожаловать. Прошу, господин. Здравствуйте. Добро пожаловать в клуб победителей. Сегодня продажи упали, сектор недвижимости переживает тяжелые времена. Цены очень упали. Вы, конечно, слышали и знаете. Да, есть тенденция падения данного рынка. Означает на самом деле, что сейчас самое правильное время, чтобы вложиться в недвижимость. Говорят, что слишком много стало купленной недвижимости, и нельзя в нее вложиться без потерь. Те, кто вам это говорит, сами незаконно покупают жилье, господин. Не только я так говорю. И да, много стало недвижимости. Но только очень плохой, некачественный и старый. Как здание Явунджу Плаза, которое построила Явунджу Холдинг. На такие престижные именитые здания это не распространяется. Для наших особых клиентов мы приготовили особое предложение сегодня. Все помещения Явус Плазы сегодня мы продаем со скидкой 30%. Если сегодня вы здесь заплатите сразу, то они будут ваши с этой скидкой 30%. Не забывайте, предложение действует только сегодня. И это особое предложение только для вас. Насладитесь нашим предложением. Посмотрите примеры наших квартир. Если будут какие-то проблемы, мы будем тут. Я здесь, чтобы ответить на ваши вопросы. Меня зовут Ирфан Сайгун. Спасибо и до встречи.
Добро пожаловать. Почему магазины закрыты? Я сообщил, там есть кое-какая проблема. Придут посмотреть. Давай-ка. Я вам сейчас подскажу. Господин Ирфан, подойдите, пожалуйста. Минуту. Господин Ирфан, господин Нижати, я вас слушаю. Алло. Господин Агем, мы пропали. Ялчин пришел, идет наверх. Тут есть смена сезонов, это важно, конечно. Но, как вы знаете, арабы много недвижимости покупают у нас. И для нас цель сейчас, чтобы в течение 5 лет они не могли больше жить у себя в стране. Это означает упад спроса. Конечно же. Что здесь происходит? Очень приятно и мне познакомиться. Господин Ирфан, случилось что-то? Нет, ничего, пойдемте с этой стороны. На неделе пообедаем вместе. Поговорим о делах по вложениям. Да-да, конечно, я очень рад знакомству. И я. Вы примите решение о дне, времени и месте, и мне сообщите тогда. Я дал вам контакты. Да, на визитке все написано. Позвоните мне. Сообщите. Хорошо. Пойдемте. Сынок, ты что натворил? Охрана, если бы не сообщила, мы бы схавали дерьма. Что ты наделал? Сулейман же должен был уехать. Не знаю, видимо, самолет отменили. Нам надо было это быстро уладить. Жди меня тут. Что мне с ним делать? Если очнется, врежешь. Хорошего дня, спасибо. Что тут у вас? Вот договор. Тут тоже подпишите. Оплату произвели, да? Да, она скоро у вас на счету будет. Спасибо, пусть будет лучшим. Удачной покупки. В самое короткое время права на покупку будут в ваших руках. Хорошего дня. Увидимся? Увидимся. Благодарю. Спасибо. Последняя толпа ушла. 3,5 триллиона заработали. Что мы будем делать теперь? Мы уходим, пошли. Я тебе говорю, что мы будем делать. Я сказал, пошли, он же не умер. Мы такой шанс поймали. Пошли. Не просыпайся. Только не просыпайся. Слушай, Сулейман. Приехала. Да, я иду. Конечно, мне интересно, сейчас посмотрю. А ты где? Хорошо.
Хорошо, что купили тут дом по скидке еще. Что с этим домом? Эда, готовься. Одень что-нибудь на себя, мы уходим. Где Денис? В комнате? Денис, Куда мы уходим? без вопросов, готовься. Ирфан, ты с ума сошел? Куда мы идем? Денис. Чего ты так торопишься, Сынок, ради мы бога? уходим, давай, вставай. Ирфан, ты с ума сошел? Что ты делаешь? По дороге объясню, давай, поставь одежду Дениза. Ты опять влез в какие-то дела? Оставь это, уходим. Эда, ты можешь замолчать? Мы уезжаем в Америку, мы нашли деньги на операцию Денис. Сынок, оставь игру, уходим. Пока ты не сделаешь нужное оправдание, никуда не едем. Понял? Оставь это, ради бога. Что оставить, Ирфан, ради бога? Успокойся. Ты расскажешь. Не кричи, пожалуйста. Что значит не кричи? Что происходит, Ирфан? Возьми. Что это? Наши новые паспорта. Что? Эда, я тебе соврал. Деньги не дал ЭГМН, я нашел деньги от ростовщика. Ты это от меня? Эда, пожалуйста. Смотри, я нашел деньги на операцию в Америке. Это самое важное. Но если мы сейчас не уедем, меня найдет тот, кого я обманул. Если не убьет, сяду в тюрьму. В этих двух случаях мы потеряем нашего ребенка. Пожалуйста, готовься. Денис. Денис. Я не поеду. Сынок, что это значит? Можешь открыть дверь? Я не поеду. Денис, сейчас же готовься. Я не хочу на операцию, не поеду в Америку. Хорошо, сынок, не езжай на операцию, хорошо. Но головная боль усилится, я тебе скажу. Смотри, мы бы сели на корабль, на самолет, пролетели бы мимо океана. Еще где ты будешь оперироваться, есть большой игровой парк. На него тоже не поедем, что поделать? Ты пытаешься меня обмануть. На это я разозлюсь, Денис. Когда я пытался тебя обмануть, сынок? Когда ходили к стоматологу, ты спросил, мне будет больно? Я сказал, да, не так ли? Когда пошел в школу, спросил, будет тяжело? Я сказал, что возможно. Сейчас я говорю, что тебе нужна операция, сынок. После операции, может, тебе будет немного больно, тяжело, но пройдет, все пройдет, я тебе обещаю. Ты должен пойти на операцию, Денис. Здесь 1 миллион, остальное сейчас принесут господин ЭГМН. Вы берете дом? Поздравляю. В это время хорошие деньги. Уборная в какой стороне? Алло, брат, как ты? Брат, дела поменялись, я приеду один. Привези лодку к берегу, оттуда уедем. Хорошо.
Увидимся, спасибо. Удачных дел. Добро пожаловать. За какое время мы доедем до Агвы? За 4-5 часов. Хорошо, поехали. Радио не мешает, могу выключить? Нет, не надо. Не отвечает. Не берет, не так ли? Гудки не идут. А если он возьмет деньги и сбежит? Разве Эгомен может сделать такое? Почему ты так говоришь, Ирфан? Ты тоже такое бы не сделал, но посмотри, в каком мы сейчас состоянии. Мы приехали к тете Туне? Да, сынок, вы с мамой подождите меня, тут мы с дядей Эгоменом приедем и заберем вас. Идем, сынок. Ирфан, не смей попасться тем людям. Не смей. Не смей оставлять меня в таком состоянии одну. Хорошо, хорошо, не волнуйся. Давай. Немедленно находишь этого подлеца и приводишь его ко мне. Если упустишь, буду знать, что это из-за тебя. Я плевал на твою кровь. Ты не нашел Эгомена? Он ваш человек, господин Сулейман. Я не подозревал. Куда он мог поехать? Что делает его семья? Куда он мог пойти? Куда? Этот Эгомен. Не знаю, Сулейман. Семья в Анталии, но они не видятся. Хорошо, подумай. Не знаю, говорю же, Сулейман. Мои офисные ключи у него, ну что, он дурак, что пойти туда? Идите проверьте сейчас же. Еще у него был друг, он приводил его ко мне. Идем. Брат, простите, брат. Сулейман. Сулейман, не делай. Кто ты? Кто ты такой? Сулейман. Я убью тебя. Отец, удачного дня. Что ты тут делаешь? Тебя кто-то звал? Я позвонил Елчину, он сказал, что ты тут. Я пришел. Отец, все не так, как ты думаешь. Я сейчас скажу тебе про твои дела. Мы тут с чем возимся? Ты не можешь за собой посмотреть. Не заставляй стрелять тебе в голову, бездарный. Поднимите его. Боже, пусть ничего не случится с моим сыном, пожалуйста. Не вытаскивай мой грех на моем сыне, прошу тебя. Он уснул? Здесь постоянно так, брат. Скоро откроется. У тебя срочные дела? Да, срочные. Ничего себе, он что, отдал тебе это обратно? Какой там отдал? Они играли в мяч. Я забрал, убежал, даже не увидел.
Сынок, смотри, если ты украл, он нас побьет. Не украл, он тоже взял у нас. Это наше, я взял обратно. Дай. Выключи это радио. Выключи радио, выключи. Радио, выключи. Слушай, Эда. Нет, он еще не приехал. Как приедет, я тебе позвоню. Bağırın lan. Bağırın oğlum. Bir daha yapmayacağız değil lan. Ulan Ege. Baban bunu duyunca hortumla dövecek seni, hortumla. Эге. Эге, беги. Ulan oğlum. Göstereceğim ben size. Kimse benim bir şeyimi çalamaz oğlum. Беги, сынок, беги. Оставь. Bir daha görürsem ağzınızı burnunuzu kırarım sizin. Отпусти. Высади меня справа. Ты что, брат, тут нельзя, я могу получить наказание. Высади справа, поверни направо, высади меня, возьми это. Давай. Спасибо, брат. Поверни направо, давай. Я твое дело... Ты как водишь машину, друг? Ты что, не видишь, что ли? Ты посмотри, зачем вылез передо мной? Машину, семью, денежные дела, билеты на самолет. Что есть, ничего не пропустите. Возможно, он все равно где-то вылезет. У Эгемена был партнер. Его тоже преследуем. Как его звали? Ирфан Сайгун. Ирфан Сайгун. Он живет в большом доме. Учитель в университете. Ушел с работы. Ты понял, да? Абонент временно недоступен. Сынок, я испугался. Я очень испугался. Я пришел, брат, пришел. Кое-что произошло, но пришел. Все тут. Возьми это, уходи. Беги, спасай сына, беги. Беги, уходи. Оставь. Оставь.
Оставь сумку, оставь. 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 Что происходит? Почему так долго? Возьми это. Уходи, беги. Давайте, давайте. Я говорила тебе, не зли меня. Это все деньги не твои, Эсма. Езжай, езжай. Ирфан, ты в порядке? Идем. Кто это? Кто я? Кто я? Стой ровно. Кто я? Ты меня человеком не считаешь? Я сказал, что тебе нужно в больницу. Какая больница? Не нужно ничего. Откуда ты знаешь, что они нас не найдут? В голову не придет. Возьми ключи из кармана. Здесь? Проходи, проходи. Нет, не отвечает, не отвечает. Нет, господи. А если с Ирфаном что-то случится? А если с Ирфаном что-то случится, то что я сделаю? Что я буду делать? Ну почему мой ребенок? Почему я проживаю все это? Я что, плохой человек? Почему? Почему я? Это моя вина. Проклятие, моя вина. Я должна была это прожить, я должна была заболеть. Вместо него я должна была умереть, сестра. Я должна была умереть. Не неси чушь. Какая вина, какая смерть? Как это связано с тобой? Нет, 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 я расплачиваюсь, я знаю. Я знала, что однажды проживу это, но думала, что это будет через меня. Но это отразилось на моем ребенке, на моем сыне, сестра. Что ты говоришь, какая расплата? Эда, посмотри мне в лицо. Сестричка, ты что-то скрываешь? О чем ты говоришь же? Дениз не от Ирфана, он от Эгемена. Я все испортил.
Включи фонарик на этом телефоне. Нет, может, еще откроем окно и покричим, что мы здесь? Сынок, я не вижу. Если все плохо, мы пойдем в больницу. Слушай, этого не избежать. Если все хорошо, останемся. Включи этот фонарик, давай. Я все испортил. Снова не смог и деньги упустил. Снова не вышло. И хватит уже жалеть себя. Мне больно. Мы вышли на этот путь вместе, теперь найдем выход. Включи уже этот фонарик. Они здесь, господин Сулейман. Тебе нужно обезболивающее. Здоровья твоим рукам. Не нужно никакого обезболивающего. По пути сюда я видел открытую аптеку. За 2 минуты схожу и вернусь. Ирфан, жди, 5 минут не продлится. Ирфан, ладно, я в порядке. Хоть раз послушай. Жди. Я в порядке, ладно, нет ничего. Проходи. Стой, 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 проходи сюда. Черт, ты бесчестный. Ты ничего не сможешь сделать. И 5 копеек забрать не сможешь. Ты надо мной издеваешься? Деньги тебе дам я. Дам больше, чем надо. Есть один выход. Мой дорогой сынок, ты родился очень маленьким. Был неожиданным ребенком. 2 месяца мы с твоей мамой не знали, что такое кровать. В период твоих газов я читал экзаменационные листы. Потом, когда тебе было 2 месяца и 7 дней, ты улыбнулся мне. И дальше я жил ради этой улыбки. Эта улыбка научила меня самому большому уроку в жизни. Первое мое задание в жизни — быть хорошим отцом. Как и все хорошие папы, я готов на все ради своего ребенка. Что бы ни произошло, сынок, ради тебя я останусь живым. Поверните их. Где мои деньги? Господин Сулейман, мы повелись дьяволу. Не будь мы в тяжелой ситуации, разве сделали бы такое? Мы вернем ваши деньги обратно, обещаю. Замолчи. Спрашиваю в последний раз, где мои деньги? Я верну твои деньги, брат. Через 3 месяца верну. В 2 раза больше верну тебе. Если убьешь нас, будешь в убытке. Смотри, твои дома мы продали как золото. Самое малое у тебя 20 миллионов убытка. Прости нас. Что придет тебе в руки, если ты убьешь нас? Господин Сулейман, хватит, наша смерть выглядит на 20 миллионов. Нет. Ты дай мне шанс. Если я тебе не отдам твои деньги, тогда убьешь нас. Вот как? Убейте. Что вы делаете? Минуту. Минуту. Поверните это. Вылейте бетон.